В поселке Айхал Мирнинского района сегодня проживает около 13 тысяч жителей. Поселок считается моногородом. Айхальский горно-обогатительный комбинат является основным градообразующим предприятием. Для комфорта местных жителей здесь делается очень многое. Сегодня реализуются разные программы, в том числе и по благоустройству. На сегодня у нас очень много программ в поселке работает. Самая, наверное, важная, серьезная проблема в поселке была и пока еще остается, это, конечно, расселение из аварийного ветхого жилья. И на сегодня этап расселения до 2025 года в Айхале уже завершен. Мы расселили всех жителей. Также дополнительно у нас была разработана муниципальная программа по расселению жителей поселка Дорожный и улицы Октябрьская партия. С этой программой мы обратились к главе нашей республики Асену Сергеевичу Николаеву и генеральному директору акционерной компании «Алроса». Нас поддержали, мы очень благодарны. Около 300 миллионов было выделено, и на сегодня расселены все 47 многоквартирных домов в поселке Дорожный и улице Октябрьская партия. Мы, соответственно, ждем следующего этапа, чтобы дальше расселять наших жителей. У нас на сегодня еще осталось 65 многоквартирных домов, которые ждут в свою очередь на расселение. Также у нас в поселке замечательно работает новая муниципальная программа по утеплению сетей. Когда начали устанавливать УДПУ, счетчики, общедомовые приборы, соответственно, из-за проливов стали приходить нашим жителям большие счета, и мы разработали свою муниципальную программу по утеплению стоков, сетей под домами. Обратились опять же с этой программой в район и к акционерной компании «Алроса». Нас поддержали. Вот мы уже второй год постепенно утепляем все дома. Надеемся, к концу следующего года эта программа будет также завершена с полным исполнением. На сегодня у нас очень много детских площадок новых установлено. Вот только за последний год мы установили 6 детских площадок. Одна из них для детишек с ограниченными возможностями здоровья в парке первооткрывателей. Построены прекрасные парки. Это парк здоровья. Сейчас вот заканчивают уже парк Каюра. Первый этап сквера имени Кадзова мы заканчиваем. На следующий год надеемся, что закончим полностью этот проект. Проект объемный, интересный, красивый. Я думаю, все жители будут очень довольны. Согласно муниципальному контракту, подрядчиком в Айхале выполнены работы по обустройству спортивных площадок. На футбольном поле выполнены работы по укладке искусственного покрытия, замене ограждения и устройству новых ворот. Здесь баскетболисты поселка также смогут поиграть на обновленном месте. На баскетбольном поле тоже уложили бесшовное травмобезопасное покрытие. Отрадно, что в поселке появился еще один парк – это парк здоровья. Строительство парка началось в 2022 году. Он включает в себя несколько тематических площадок со спортивными тренажерами, игровым оборудованием, местами для отдыха. Уникальность парка в его концепции и строительстве. Сохранилась существующая флора местности. Парк – проект победитель конкурса «Территория Алроса». Придомовые территории у нас в рамках программы формирования комфортной городской среды и 1000 дворов. Мы синхронизируем обычно эти две программы. И большие территории, получается, у нас благоустраиваются. Это у нас благоустраивалось энтузиастов 3, энтузиастов 1. Сегодня это, еще раз повторюсь, сквер имени Кадзова плюс придомовые территории Кадзова 1-3. Мы, конечно, планируем и на следующий год участвовать в этой программе, потому что на сегодня эти программы действительно очень серьезно нам помогают благоустраивать наш поселок. Также в течение 3 лет, начиная с 2021 года, мы строили ландшафтно-этнографический комплекс «Дружба народов». В 2021 году подготовили саму площадку, отсыпали ограждение. И СРГ установили. В прошлом году это был замечательный Баянай и сцена «Ракушка», но уже в этом году у нас замечательная юрта наша «Ураса» установлена. И, я считаю, уникальный Алукмас.
Вот. Замечательная площадка, и очень она полюбилась нашим жителям, потому что у нас около 50 народностей в поселке проживает. Очень много у нас землячеств, да, национальных общин. И мы все летом на ЭСЭХ собираемся всеми нашими общинами в национальных костюмах. Каждое землячество готовит свою национальную кухню, угощает друг друга. То есть для нас это действительно замечательный праздник, и мы очень рады, что есть у нас такая площадка для празднования национального праздника. Помимо всего, жители просто любят ездить в этот, можно сказать, парк, да, и фотографируются на память. Там действительно такое вот, мы считаем, для нас, для ихальцев, место силы. Мы его очень любим. В северной столице Алмазного края также реализуются программы по благоустройству территории. 2 года назад руководство Мирнинского района обратились в рамках движения «Народный актив» к главе Якутии Айсену Николаеву с просьбой, что в Дачном необходимо построить современный стадион. И вот уже спортивный стадион школы номер 19 официально был открыт. Это площадка, которая подготовит новых чемпионов района Якутии, но самое главное, поможет вырастить здоровых и активных людей. Ведь сегодня спорт вырабатывает характер и волю к победе. Это ключевое, что нужно нашей молодежи. В 2020 году вдруг выяснилось, что 19-я школа, единственная из школ Мирнинского района, не имеет своего стадиона. Более того, город Удачный тоже не имеет своего городского стадиона. И тогда было дано распоряжением главой района начать проектную работу. Проект был очень амбициозный и очень дорогой. Но, тем не менее, при работе над этим проектом были сохранены основные составляющие спортивного комплекса, потому что мы говорим не только о стадионе, мы говорим о комплексе спортивном. Это футбольное поле, это трибуны крытые, это тренажерная площадка большая и площадка так называемых игр – теннис, волейбол, баскетбол. В 2021 году была готова проектная документация, и были именно по распоряжению, по поручению Айсена Сергеевича Николаева, который был в курсе наших обстоятельств, были выделены средства из инвестпрограммы республики. 86% финансирования данного объекта идет из республики и 14% из бюджета Мирнинского района. Стоимость контракта 64,5 миллиона, ну, чуть поменьше. Вот. И приступили к работе генподрядчик ИП Зорибиани, приступили в 2022 году, но год выдался очень дождливым, и поэтому мы не смогли закончить работы, которые были перенесены на 2022 год. И вот сейчас работы завершаются, мы принимаем исполнительную документацию, и очень было замечательно, что состоялся праздник открытия в присутствии первых лиц. Ребята до сих пор обсуждают тот удар точный в ворота футбольные нашего главы республики, и то, что разрезание ленточки на новом объекте было заменено таким вот инновационным шагом. Вот. Если говорить о перспектив данного объекта, я могла сказать, что мы уверены, что это только первая ступень, как бы основная ступень ввода. Проектные решения не совсем хорошо ложатся на нашу действительность северную. Допустим, часть стадиона была по проекту должна быть засеяна травой, но в наших северных условиях трава не приживается. И мы уверены, что благоустройство нашего стадиона будет продолжаться. Здесь будет уложена искусственная трава, новое покрытие. И вот те самые насыпные участки стадиона, которые придают ему, может быть, не совсем эстетический вид, они будут доведены до совершенства.
Также в Удачном в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустроят аллею у переходной галереи. В рамках реализации регионального проекта было подписано соглашение на общую сумму около 5 миллионов рублей. В мае текущего года посредством проведения торговых процедур был определен подрядчик и заключен муниципальный контракт. На сегодняшний день большая часть работ выполнена. Срок исполнения строительства объекта – октябрь текущего года. Ну, как все мы видим, да, у нас здесь производятся работы по благоустройству общественного пространства. Объект называется «Аллея» у переходной галереи в городе Удачном. Данная аллея у нас была... Работы по данной аллее у нас были начаты при поддержке Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Так у нас в 2022 году было принято решение о том, что необходимо благоустраивать данную территорию. Соответственно, при проработке данного вопроса Центром компетенции в рамках целевой программы Фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия был разработан проект и сметная документация. На сегодняшний день муниципалитетом заключен муниципальный контракт. Торги мы объявляли в мае текущего года. Контракт был заключен 29 мая. Подрядчик приступил к работам своевременно. На сегодняшний день практически все работы у нас выполнены. Остались работы сварочные работы по монтажу навеса, в котором предполагается у нас устройство подвесных качелей, скамьи и велопарковка. Также у нас выполнены работы по амфитеатру в полном объеме, работы по навесу тип 1, выполнены лавочки и столы для отдыха наших горожан. Также выполнено мощение тротуарной плиткой, ну и, соответственно, предварительно выполнены были демонтажные работы. На сегодняшний день подрядчик ожидает поступления новой партии товаров и буквально через дня-два приступает к навесу для дальнейшего производства работ. В северных поселениях Мирнинского района в будущем стоят большие планы и задачи для комфорта жителей и благоустройства общественных территорий. Важно, что объекты благоустройства выбирают сами жители, а для реализации их идей сегодня есть много возможностей.